участники, дорогие жители, сегодня, 4 апреля, мы отмечаем столетие со дня рождения Гавриила Иосифовича Чиряева, выдающегося государственного и политического деятеля нашей республики, участника Великой Отечественной войны 1941 по 1945 годов. Его личность ассоциируется со многими успехами и достижениями нашей республики в 60-х, 80-х годах 20 века. Основными историческими веками стали ускоренная крупномасштабная индустриализация экономики республики, появление новых отраслей промышленности, создание Южно-Якутского, Западно-Якутского и Центрально-Якутского территориально-производственных комплексов заложило фундамент и последующего социального, экономического, культурного и духовного развития будущих поколений многонационального народа Якутии. Имя Гавриила Иосифовича вошло в большую советскую энциклопедию как видного политического и государственного Советского Союза. Сегодня наша республика поступательно наращивает свой социально-экономический большому вкладу Созидательная деятельность Гавриила Иосифовича Чиряева во имя родной республики является ярким примером беззаветного служения народу и отечеству. Начинаем торжественную часть церемонии возложения цветов памятнику бюсту выдающемуся сыну народа Саха, видному государственному и политическому деятелю Гавриилу Иосифовичу Чиряеву. Кто? А? Ага, это видео. Николай Воронин.
Слово предоставляется председателю Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия Алексею Ильичу Еремееву. Уважаемые участники торжественного митинга, мы сегодня отдаем дань памяти славному сыну народа Саха Гаврилу Иосифовичу Чиряеву, которому сегодня исполнилось бы 100 лет. Он является выдающимся партийным, общественным, государственным деятелем нашей республики. Был первым лицом, возглавлял нашу республику 17 лет с 1965 по 1982 годы. Он был ветераном Великой Отечественной войны, и всего в 40 лет он стал первым секретарем областного комитета комсомола. Это было большое доверие тогда еще по нынешним временам совсем молодому человеку взять ответственность за судьбу огромной республики, за судьбу нашей Якутской АСР. И он его с достоинством пронес на протяжении всего остатка жизни вплоть до 1982 года. При Гавриле Иосифовиче Чиряеве была сформирована мощнейшая производственная база Южно-Якутского территориального производственного комплекса нашей республики. Именно Гаврил Иосифович написал свою кандидатскую диссертацию под руководством выдающегося экономиста, академика Агамбегяна о развитии Южно-Якутского производственного территориального производственного комплекса, об его экономическом обосновании. И этот научный труд практически он воплотил в жизнь. Был построен город Неринги, была доведена железная дорога до Беркакита, были построены такие объекты, как Якутская ГЭС, Неринглинская ГЭС, Вилюйская ГЭС. У нас был введен мощнейший производственный комбинат по добыче алмазов, Мирнинский горно-обогатительный комбинат, Удачнинский горно-обогатительный комбинат. У нас была практически заложена основа для того, чтобы в будущем развивалась нефть и газодобыча, потому что именно геологоразведка в годы управления Гаврила Иосифовича здесь работала масштабно в республике. И эти месторождения, которые служат сегодня нашей республике, всей нашей великой России, были открыты именно в период правления Гаврила Иосифовича Чиряева. Безусловный авторитет Гаврила Иосифовича как мудрого теоретика, руководителя с большой буквы, был оценен и масштабом Союза СССР, потому что он был членом ЦК КПСС неоднократно. Был депутатом Верховного Совета Якутской АСР 5 созывов, был депутатом Верховного Совета СССР 4 созывов. Мы сегодня будем возлагать святых памятнику Гаврилу Иосифовичу, состоится торжественное заседание, и это свидетельствует, что общественность республики, его земляки-вилючане, руководство республики ценят его вклад в развитие нашей республики. Мы помним его, чтим его память, будем доносить до молодых поколений. И это самое главное, что мы можем сделать для увековечения памяти Гаврила Иосифовича Чиряева. Глава республики Арсений Сергеевич Николаев подписал распоряжение об увековечении памяти Гаврила Иосифовича Чиряева. Создан организационный комитет, проводятся республиканские мероприятия на его родине, в Вилюйском улусе. И это послужит примером для нынешнего поколения руководителей республики, как беззаветно служить своему родному народу. Гаврил Иосифович Чиряев действительно выдающийся сын народа Саха. Его очень уважал, помнил и чтил наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Мы являемся неоднократно свидетелями того, как в своих официальных докладах, выступлениях, на торжественных мероприятиях
Михаил Ефимович всегда подчеркивал особую роль Гаврила Иосифовича Черяева. Спасибо величанам, собравшимся здесь, за то, что вы подарили такого человека республики. Всем вам здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Анатолию Аскалоновичу Семенову. Күнді Якутия қоры толықтақтары, әдеттара, бүгін сөз салақ Гаврил Иосифович Черяев юбилейна ететікісіндік әкірделебен. Дорогие горожане, гости, действительно, как сказал Алексей Ильич, сегодня очень светлая дата, хороший солнечный день, столетие Гаврила Иосифовича, в этом году 80-летие победы в Великой Отечественной войне и 50-летие города Нерюнгри. Все эти даты сплетены в одно, потому что Гаврил Иосифович является ветераном Великой Отечественной войны и одним из основателей города Нерюнгри. И я как человек, которому получено ответственное такое поручение возглавить оргкомитет, мы вместе с коллегами разработали план мероприятий, в который вошло 48 мероприятий. Это от реставрации, ремонта музея Гаврила Иосифовича на его родине, от строительства дорог и ремонта различных учреждений до строительства каменной школы в Вилюйске, которая будет иметь имя Гаврила Иосифовича Черяева. И вот, да, и сегодня вот коллеги из Нерюнгри здесь присутствуют. Большая работа была проведена, голосование, и Общественная палата Республики, Общественная палата Российской Федерации поддержала вот новое здание аэропорта в Чульмане, в Нерюнгри. Будет дано имя Гаврила Иосифовича Черяева. И когда люди будут прилетать в аэропорт Нерюнгри, да, будут всегда слышать его имя, что вы прилетели в аэропорт города Нерюнгри имени Гаврила Иосифовича Черяева. И очень много мероприятий будет сегодня на торжественном собрании, куда всех приглашаю, будет презентация нового документального фильма, который снят национальной вещательной компанией СХ. 21:00 по всем телеканалам Якутии будет фильм показан. В этом году будет поставлен спектакль в Сахатеатре. Будет режиссер Тарковский поставит его. Будет научно-практическая конференция. В общем, очень много мероприятий. Классные часы во всех школах, так как Гаврил Иосифович был учителем, работал в Министерстве образования Якутии, сделал очень много для повышения качества образования в республике. Ну и как житель города я хочу сказать, что с именем Гаврила Иосифовича связан приход газа в город Якутск. Это в 1967 году факел в городе Якутске зажигал первый секретарь обкома КПСС Гаврил Иосифович, и в 70-м году был построен ГРЭС. И вот электрификация и газификация города Якутска, ну и много из строительства города связано с его именем. Поэтому я благодарен всем, кто участвовал в этих мероприятиях. Наталье Гавриловне благодарен за то, что пришла сегодня на это мероприятие, и всем, кто пришел. Еще раз всех с праздником, с юбилеем Гаврила Иосифовича. Слово предоставляется народному депутату Республики Саха-Якутия, секретарю Якутского рескома КПРФ Иннокентию Ивановичу Романову. Дорогие товарищи, я сегодня от имени ЦК КПРФ, от имени Якутского рескома КПРФ, от имени Геннадия Андреевича Зюганова, Виктора Николаевича Губарева, от всех коммунистов нашей республики горячо и сердечно хочу поздравить со столетием выдающегося сына народа Саха, выдающегося государственного и политического деятеля Гаврила Иосифовича Черяева. Я должен сказать, что Гаврил Иосифович Черяев в 19 лет вступил в партию и до конца дней своих оставался коммунистом. Во времена Гаврила Иосифовича армия коммунистов в Якутии составляла 50 тысяч человек. Комсомольцев было 120 тысяч. Это была мощная сила, это были действительно политические бойцы,
которые возглавляли очень многие участки работы. Я должен сравнить Гаврила Иосифовича Черяева с такими выдающимися сынами Якутии, как Максим Амосов и Платон Аюнский, и Сидор Бараков, и другие первые руководители нашей советской Якутии. Потому что во времена, 100 лет прошло, в этом году будем отмечать, как Максим Амосов договорился о научном изучении нашей республики для того, чтобы начать ее возрождение. Без научной основы это сделать было очень трудно. Гаврил Иосифович Черяев на своем 50 лет назад, примерно 50 лет назад, благодаря помощи союзного правительства Алексея Николаевича Косыгина, министром союзного федеративного значения, сумел придать новое, как говорится, новое звучание, новый, как говорится, темп, новое развитие нашей республики на этапе 60-х, 80-х годов. Вот во времена Гаврила Иосифовича Черяева был заложен такой мощный экономический и духовный потенциал, которым мы пользуемся до сих пор. На этой основе Якутия будет продолжать развиваться и дальше. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто сегодня пришел на митинг, кто помнит Гаврила Иосифовича Черяева, кто отдает дань уважения этому замечательному, этому действительно всесторонне развитому человеку, жизнь и деятельность которого нужно будет изучать и в дальнейшем. Об этом говорят историки, об этом говорят политические деятели, потому что эта фигура очень крупная. Еще раз всех со столетием Гаврила Иосифовича Черяева. Спасибо, всем здоровья и успехов! Слово предоставляется заместителю главы городского округа города Якутск Владимиру Евгеньевичу Дорожкину. Добрый день, уважаемые участники. Что хотелось бы сказать. Есть люди в нашей многолетней, многовековой истории, с которых хочется и нужно брать пример. Что мы знаем об Гавриле Иосифовиче Черяеве? Он был яркой, выдающейся личностью в истории республики Саха-Якутия. Можно сказать, своеобразным самородком, уникальным, как якутский алмаз. И несмотря на все его звания, он всегда оставался человеком интеллигентным, культурным, очень вежливым и внимательным к людям. Гаврил Иосифович добился успехов в своей работе, на постоянной основе взаимодействовал, общался с людьми, обладающими разными характерами, личностными качествами и социальным положением. Талантливо находил подходы, слова, умел слушать, а когда необходимо, убеждать и переубеждать своего собеседника и даже целые коллективы. Эти качества в него вложила сама природа, их он развивал и приумножал в течение всей своей жизни. Также все в один голос отмечают его фантастическую эрудицию. Он постоянно работал, постоянно внимательно изучал, читал документы, общался с руководителями, выдвигал свои версии, предложения, был примером самоотверженного отношения к своей деятельности. Что еще хочется сказать? Жизнь Гаврила Иосифовича, она является примером для молодого поколения. В его жизни было все: труд до седьмого пота, любовь и забота о своей семье, о своих близких, высочайшая ответственность за судьбу своей страны и своей любимой республики. При Гавриле Иосифовиче республика динамично развивалась. Развитие это было не только промышленной отрасли, но и также развитие сельского хозяйства. Он особое внимание уделял улучшению материального положения всего населения республики. Также у него на постоянном контроле
были вопросы развития образования, науки, здравоохранения и так далее. И вот нам необходимо брать пример с этого, не побоюсь этого слова, легендарного человека, ведь потому что именно мы, те, которые сейчас принимаем решения и работаем на благо нашей республики, от нас зависит теперь ее будущее. Всех с праздником! Слово предоставляется заместителю директора Якутской городской национальной гимназии Анатолию Николаевичу Черяеву. Күннен күнді сахамжана күнді мырлағы жыттар қалайатшылар. Бүгін беге бәлетейбет ұлысылыған үргілдер. Дағаны ұлу ғайбыт Гаврил Васильевич Черяев сүйсағын. Ота бұл беге Черяевтер же көтектегер ұраты бәле күн. Наға солтыла, мен бәйін дамытты долгуян құрабын. Дорогая Наталья Гавриловна, дорогие руководители, всех вас поздравляю с этим знаменательным днем, днем столетия Гаврила Васильевича Черяева. Все мы его помним, его яркое имя, его деятельность, его работу. Вчера на круглом столе в Национальной библиотеке было сказано много слов о том, что он является большим примером для подрастающего поколения, для будущих руководителей. Я со всем этим полностью согласен. И меня радует то, что сегодня пришло большое количество молодежи, подрастающего поколения. И здесь присутствуют мои ученики, ученики Якутской городской национальной гимназии. И всем будем помнить и чтить его светлое имя. Спасибо всем. Слово предоставляется председателю молодежного правительства Республики Саха-Якутия Сергею Игоревичу Иванову. Күннен Саха-Средного доктора. Уважаемые соотечественники, дорогие земляки. Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань уважения человеку, чья жизнь является живым воплощением любви к Якутии. Выдающемуся сыну народу Саха, мудрому руководителю, истинному патриоту Гаврилу Иосифовичу Черяеву. Его судьба является истинным примером беззаветному служению Отечеству. От скромного учителя до руководителя республики. В послевоенные годы он занимался восстановлением Якутии. В эпоху перемен он отстаивал ее интересы. Оставаясь верным принципу, быть патриотом значит ежедневно трудиться во благо своего родного края. Его патриотизм был деятельным. Он строил школы, потому что верил, знания возвышают народ. Развивал культуру, ибо понимал, без традиций нет будущего. Укреплял экономику, так как знал, сильный регион делает сильной всю страну. Сейчас, глядя на современную Якутию, мы видим плоды трудов таких людей, как Гаврил Иосифович Черяев. И наш долг быть достойными наследниками этой доброй традиции служения Отечеству. Пускай пример Гаврила Иосифовича Черяева вдохновляет нас на благие и высокие дела. Спасибо. Начинаем торжественную церемонию возложения цветов к памятнику бюсту видному государственному и политическому деятелю Гавриилу Иосифовичу Черяеву. Цветы возлагают председатель Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Алексей Ильич Еремеев, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Анатолий Аскалонович Семенов. Корзину цветов от муниципального района Улуса Вилюйский Улус возлагает глава муниципального района Вилюйский Улус Сергей Николаевич Винокуров.
председатель районного совета муниципального района Вилюйский Улус Гаврил Семенович Корякин. Цветы возлагают глава муниципального района Нерюнгринский район Роман Михайлович Щегельняк, заместитель главы городского округа города Якутск Владимир Евгеньевич Дорожкин, дочь Гавриила Иосифовича Чиряева Наталья Гаврииловна Чиряева, соратники и родственники Гавриила Иосифовича Чиряева, народные депутаты Республики Саха-Якутия, члены правительства Республики Саха-Якутия, представители муниципального района Вилюйский Улус, общественность и молодежь республики, жители города Якутска. Чакур. Привет, Николай. Здорово.
Gel. Здравствуйте. Bu para kaldı. Bir hafta belki